Всем привет, дорогие мои прекрасные, с вами Маргарет Вульф. И сейчас я сижу и немножечко в шоке, что я это снимаю, потому что, возможно, как вы уже догадались по названию видео, это будет видео о моей маленькой поездке в Бельгию, которая была уже, наверное, 1,5, а то и 2 года назад, и я уже даже не верила, что это видео выйдет. Но поскольку у меня есть какой-то отснятый материал, и я все-таки хочу показать вам, как я съездила, что я там увидела, и вообще поделиться с вами этой маленькой поездкой, в которой я была всего лишь несколько дней в этой Бельгии. Вот. Я все-таки решила, что стоит это смонтировать, стоит это выложить и, собственно, вам показать. Лучше поздно, чем никогда. Вот, поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе крепкого чаю. Хочу сказать, что иногда видео будет казаться каким-то рваным, немножечко с плохим звуком. Рваным, кстати, потому что я была там очень мало дней, и то снимала, то не снимала, и вообще, наверное, даже не планировала этот влог снимать, но так вот вышло, поэтому... Все-таки да, все-таки этот мини-поездка, это мини-влог увидит свет. Я вот в шоке сейчас, что это вообще происходит, и я записываю это видео. Наверное, предисловие окончено. Всем приятного просмотра. Здравствуйте. Я нахожусь в очень маленьком городе, в Льеже, и я вообще не знаю, что здесь на самом деле. Это будет очень сумбурный и странный влог. В общем, как обычно, как всегда. Постараюсь, если что-то интересное вижу, подснять вам, заснять, показать. Это, как я поняла, площадь рыночная в Льеже. Плас де Марше или Плас де Марше. Я не знаю, как правильно сказать, потому что я не учила французский. Вот это административное здание, вот палац. Так, местные голуби. Вот. А вы что, думали, что в моем влоге не будет животных? А они будут. Вот. Здравствуйте. Есть такая вот интересная статуя у нас. Это, знаете, когда любят перчить что-то очень сильно, вот сделали такую статую. Я купила себе карточку, которая действует целый день, и я еду на настоящем автобусе. Короче, это безлимитный проезд на один день в любом автобусе, просто надо брать и пикать вот тут. Я извиняюсь, что я так шатаюсь, потому что автобус едет, и едет он тут бешено на самом деле. Вот. Но удобненько купил, и целый день просто пикай, и все. Это местная река, вот такая вот потрясающая. Ну, как красиво. Слушайте, я такой красивый вид вам записала. Да? Короче, я узнала, что чтобы остановиться, здесь нужно вот так вот нажать. И потом вот тут вот будет надпись, что это кто-то вызвал остановку. Итак, я приехала в местный парк посмотреть, прогуляться, и мы сразу же здесь видим бамбук. Мы в Японии. Вот. Ой, он такой сухой, прикольно. Люди отдыхают. Там есть вон красивые уточки, которых я сейчас пойду тискать. Через парк вот такой вот мостик приходит. Вообще, я прочитала, что этот город, тут очень много мостов. Льеж, он когда-то славился количеством своих мостов там. Ну, хоть город небольшой, но их там около 200 с чем-то. Вот. Мне резко стало пофиг на парк, потому что я вижу вон там уточек. Я хочу их снять, посмотреть, потрогать. Они как утки, как в фильмах, слушайте. Как в Англии такие тусуются. Так, я только что заметила, что очень много здесь утиных какашек. Ой, это уточки. Ой, а что у вас с крылышками? У вас крылышки какие-то завернутые. Привет! Здравствуй, утка. Как у тебя дела? Ага. Музей. Вот тут происходят всякие большие, маленькие выставки. И чего я его снимаю? Это здание является миниатюрной копией какого-то здания во Франции. Я прочитала какого, но уже забыла какого. Такие красивые архитектурные вырезочки. Писечки. Вот. Вот такая вот красота. Надо реально как-то привыкнуть ставить счетчик и на слово красота. Вот. Я дальше гуляю по парку. О, там такие красивые цветочки. Сдалека цветочки казались красивее и больше. Но они есть. Ой, вот, красивый какой вид. Ой, интересная такая скульптурка. Вау! Какие тут у них страсти, вы только посмотрите.
Да, все-таки действительно это парк, в котором гуляют собачки, потому что даже вот здесь я хожу, тут розочки, всякие скульптуры очень интересные и очень много собачек. Кстати, прикольно, очень много разных пород. Прямо сейчас увидела собак, которых даже никогда в жизни не видела, только на картинке. Вот у нас еще одна представлена интереснейшая скульптура. Вот. Она тоже, скажем так, не обделена сексуальностью всего происходящего. Вот, но та была намного такая интереснее. Итак, опять же, у нас скульптура с какими-то определенными страстями на ней происходящими. Вот один из очень красивых мостов с красивым видом на город, на местную реку. Я прочитала, что здесь можно ловить рыбу, здесь разрешено ловить рыбу, но лучше ее не кушать. Опять вам снимаю красивые виды на красивую речку. Из наблюдений я поняла, что по парку здесь надо гулять очень-очень аккуратно, потому что очень много какашек. Гусиных, лебединых, собачиных, вот, и так далее. Но я пока что еще не поймала в себе ничего. Говорят, что какашки — это к счастью, к деньгам. Ну, значит, я пока что не наступила в какашку, чтобы поймать счастье. Какое красивое граффити. Вообще. Очень красивая, только вы уже заподпортил. Так, я так поняла, в этом парке здесь есть какой-то птичник. Вот здесь, например, конкретно для всяких гусей есть домики, вот. И тут красивые всякие разные гуси. Вон какой красивый, вообще такая расцветка у тебя интересная. Вот. И вот еще один птичник в парке. Тут у нас здание налоговой, вот. И вот, это у нас ЖД вокзал. Архитектор сделал его так, что видно с высоты, что как будто бы это женщина, лежащая на боку. Дошла ближе к вокзалу, который похож на женщину. С высоты, но я вам не покажу. Здесь у нас импровизированный митинг. По-моему, это флаг Палестины. Это я приехала на более-менее какую-то пешеходную улицу. Тут, конечно, сейчас стоит автобус. Вот, но там дальше я посмотрела, есть какие-то заведения. Вот сейчас сяду что-нибудь вкусненькое, покушаю. Скульптура капли. А вот сейчас чувствуем нотки Франции. Это католическая церковь. Я даже не буду пытаться говорить ее название, потому что оно тоже на французском. Церковь, которая смотрит на небольшую площадь. И тут уже начинается как пешеходные улицы, всякие кафешечки и ресторанчики. Пью в Бельгии бельгийское пиво, которое я уже в Беларуси пила и не раз. Вот, но в Бельгии я бельгийское пиво еще не пила. И тут еще, короче, к пиву всегда приносят какие-нибудь вкусняшки маленькие. Вот, мне принесли сыр. О, зазвонили. Спасибо. И я, короче, негодую, почему сегодня не включены фонтаны. Но я так поняла, может, потому что сегодня будний день, и поэтому фонтанчики не включены. Людей тоже не так уж сильно и много. Ну, вот тут как бы сидят. Но по факту это центр города. Может, тоже из-за того, что сегодня будний день, не так много людей и народу вообще здесь есть. Так, что у нас по магазинам? Я зашла в магазинчик ночной. Очень много всего готового. Ну, типа, просто вот даже всякие морковочки мытые и все остальное. Вот даже можно купить себе тортики в виде Xbox'ов и всяких покемончиков. Вот, и опять же, тоже очень сразу же готовая еда. Даже пельмешки уже сваренные. Вот, чтобы не готовить, просто пришел себе, закинул и все. Примерно вот так закончился первый день в городе Льеже. Я просто немножечко обзорно пробежалась по городу, сходила в магазин. Ну, можно сказать, с большего посмотрела на город и, в принципе, пошла спать. Вот, поэтому мы сейчас с вами переносимся в утро следующего дня. Я, короче, купила вот таких вот булочек красивых, булочные, которые рядом возле дома. И мне подарили вот такие вот 2 тропических напитка. Сказали from Morocco, либо он там был from Morocco, либо эти напиточки from Morocco. Надо посмотреть. Ага, ничего не понятно, но очень интересно. Вот как-то так. Очень много людей, которые просто легли на травку и просто чилят. В любой непонятной ситуации. Кстати, не видно, он уже встал. Ну ладно, ну да, они уже вдвоем встали, хотя там вон дальше. Короче, просто люди идут, упали на траву и чилят. А тут такая иду по улочкам, а тут... Здравствуйте! Как у вас дела? Как ваше ничего? Вы наблюдаете? Наблюдаете. Все опять сумбурно и непонятно, поэтому я просто снимаю красивое здание.
площадь Сент-Ламбер, на которой я была, а это уже с другой стороны здание красивое, которое я снимала. Мне сказали, что там посольство, но я прочитала, это, короче, бывший дворец князей и епископов. Сейчас там местное посольство. Мне интересно, наверное, это писсуары. Если да, то очень-очень интересно. Идешь так и так пись-пись и пошел себе дальше гулять. Местные, короче, ходят сейчас все в штанах, что-то в куртках и так далее. При этом, ну, как бы, я в шортах, мне жарко и даже очень. А вот там, если даже приблизить, ну, типа, там все тепло одетые, как будто, ну, реально осень. Но нет. Вот. А еще заметила, что очень много мусора, вот, разного. Но, опять же, в Турции мусора было больше. И я думаю, что, скорее всего, здесь так же, как и в Турции, есть разница, ну, от района, от города, то есть где больше мусора и где меньше мусора. А это у нас местный музей. Опять же, такой весь красивенький, если смотреть сверху. Если смотреть снизу, не очень. Но сверху можно такие вот разные красотищи порассматривать. Я сейчас вообще иду по окраине города, тут очень много всяких статуй. Вот, не знаю, буду ли я снимать вам все, но вот какого-то Нептуна, или кто ты, пусть будет Нептун, потому что у него в руке какая-то ракушка. Вот я вам засниму, но он что-то грустный, на него, наверное, немножечко голуби накакали. Тут большая лестница, ну, она нормально так большая. I don't know, пойду ли я вверх. Но посмотреть стоило. И, как обычно, камера масштабов, конечно, не передает, вот, но это вот на окраине самая большая лестница в Льеже. Так, писающего мальчика пока не нашла. Вижу писающих рыбок. А это здание полицейского местного участка и вот такая вот интересная статуя. Такой вид на город. Там какая-то то ли собор, то ли церковь. Вот, чуть дальше точно такая же реконструируется. Небольшая вставочка, поскольку нужно было забрать детей из начальной школы, я все-таки решила там немножечко снять, потому что меня очень сильно удивило, как выглядит школа. Это не то, к чему я привыкла и что я, в принципе, привыкла видеть, поэтому я решила тоже вам немножечко подснять, с вами поделиться этим маленьким кусочком, потому что он меня удивил. Вот так примерно выглядит местная школа. Вот, сейчас еще чуть-чуть засниму. Я решила снять, показать, может, кому-то будет интересно. И вот здесь еще спуск вниз, и здесь еще один класс для детей. То есть там сверху был один класс, и тут один класс для деток. И я так... Ну, короче, вот это класс. Это не спортивный зал, как бы спортивный зал. Сейчас покажу. А вот так выглядит спортивный зал в школе. Тут решеточка, и мне не очень удобно снимать. Вот это второй двор школы. Здесь уже есть дети и постарше, и помладше, как и ясельная группа, и те, кто уже там, типа, а-ля 1, 4 класс. Прервались на школу, и теперь мы возвращаемся дальше исследовать центр города Льеж. А тут какой-то типа Наполеон, но только не Бонапарт. Вот, ну, короче, похож, он просто похож. Дворец епископов. Вот такой вот он внутри. Можно бесплатно зайти, посмотреть. Красивые такие колонны. Очень красиво. Так, сейчас зайду вот в это вот заведение. Здесь есть какой-то бельгийский национальный напиток пикет. Сейчас посмотрю, где интересно сесть. Вот здесь колодец даже настоящий в кафе. Вот. Но выглядит очень красиво. Тут заведение, короче, целый лабиринт. Я даже не знаю, куда мне поинтереснее и покрасивше сесть. Я, наверное, куда-нибудь туда сяду, чтобы освещение было хорошее. Это другой коктейль, юзу. Вкусненько. Оперный театр. Вот такой вот красивый. Тоже какой-то известный мужчина стоит. Но неизвестно, кто это. Потом погуглю. Прочитала, это какой-то известный кто-то. Но прикол в чем? Неважно, какой-то известный кто-то. Вот, читаните. Но, я просто уже забыла. В Одессе сердце. Вот. Сейчас найду что-нибудь интересное, как всегда, покушать. Ну, потому что что? Ну, что мне надо? Мне надо вкусно кушать. Вот, и мне еще можно красиво какие-нибудь виды посмотреть. Вот здесь уже более улицы для ночных всяких тусовочек. Вот, всякие бары, пабы в основном. Тут так очень достаточно таки грязненько.
Я пришла в компьютерные автоматики. Боже, как тут все красиво, такое все неоновое. Может, поиграю сейчас во что-нибудь. Смотря сколько это стоит, все счастье. Короче, я решила поиграть в игровые автоматы. Хочу вот в эти вот поиграть. Вот они прикольные. Они детство напоминают. Это вот эти вот шарики подбрасывать. Вот еще играла вот в ту стрелялку. И можно еще поездить на мотоциклах. Я, если честно, первый раз играю в эти все автоматы. Я что-то немножко в шоках. Когда скульптур слишком много, нужно придумать что-то новое. Поэтому берем и абьюзим полностью камень. Приковываем его. И, собственно, получаем абсолютно новую, аутентичную скульптуру. Я везде барахольный рыночек найду. Лошадка. Вот. Ну, потому что здесь можно очень много красивых, интересных вещей найти. Ну, тут просто улица, и просто люди сделали барахольный рынок себе. Рыцарь. Вон там какой-то рог огромный кого-то, какого-то животного. Книжек очень много непонятных. Здесь вот еще всякие интересные штучки. Но очень много всяких африканских мотивов. А вот я сняла, вот люди просто вынесли коробки, и люди смотрят и себе берут. И тут, короче, все бесплатно. Опять же, какие-то огромные рога вырезанные. И очень много всего разного. Прикольно. Будда вон маленький стоит. Жучки-паучки в камушках. И проходим дальше. И тоже всякого много чего интересного. На самом деле очень много на это надо времени убить, потому что прям глаза очень сильно разбегаются. Потому что даже непонятно, что ты тут найдешь и что ты тут увидишь. А еще здесь очень много всяких дисков, кассет, пленок и этих виниловых пластинок. В виниловых пластинках люди прям ковыряются очень-очень сильно. Наверное, хотят что-то, может, классное найти. А вот здесь тоже очень непонятно и странно. Я до этого снимала типа как костел или церковь. Значит, заходишь. Здесь вообще непонятно. Тут какой-то магазин или что. А выглядит как, ну, как-то костел или церковь. Сейчас. Вот. Ну, то есть, вообще не ожидаешь ни разу это увидеть. Это я местную пожарных снимаю. Это реконструкция библиотеки идет какой-то старой. Вот здесь я прохожу здание старой библиотеки, а дальше уже новая. Сейчас посмотрю, может, можно там внутрь зайти. Я прочитала ее название, как она называется, но повторять я что-то не хочу и не планирую, потому что мой французский вообще нифига не французский. Новая библиотека, большая такая. Внутри библиотеки немножко мне подсказывает, что я немножечко по-наглому зашла, но я просто зашла, просто шла, чтобы идти. Вот. Тут, кстати, ой, я тут сразу в какие-то аниме попала. Вот и тут какая-то манга сразу же. Ну и там еще выше есть всякие отделы. Вон с книгами. Вот можно сесть почитать тут мангу. Один минус, она на французском. Но, как говорится, зато с картинками. Вот здесь, я так понимаю, можно заказать книжку, которая тебе надо, она тебе придет, и ее сюда же отдать. Вот, а вот здесь видно, как она приезжает. Вот ставит на конвейер. Вот, и она так к тебе опачки и приезжает. Да, библиотека очень красивая, внутри очень аккуратно сделана. И прикольно, что можно вроде как зайти и все чуть ли не сделать бесплатно. Скорее всего, если ты книжку хочешь домой взять, скорее всего, это будет платно. Это я вышла на набережную с другой стороны. Здесь уже припаркованные стоят вот эти вот лодки, где люди на постоянной основе живут, оплачивают место. Тут даже видно вот это вообще как дом. И тут даже прикольно, что тут вход с фонариком таким. Вот. Оплачивают место люди и живут. Прикольно. Живешь на лодочке, передвигаешься. Хочешь там стал, потом переехал, на другой стороне стоишь, меняешь себе место дислокации. У меня здесь срочные новости. Я узнала, что в Льеже есть оконная проституция. Я пока не нашла, где она, но если найду, я вам покажу. Очень даже самой интересно посмотреть. Но вообще в целом, типа, в Бельгии, в Амстердаме, во Франции есть такие, вроде бы еще тоже во Франции, я читанула, что есть какая-то оконная проституция, где они стоят как на витрине. Вот.
с моста тоже открывается очень красивый вид на город. Сейчас, наверное, я пойду все-таки поднимусь по той большой лестнице, которую я показывала, потому что мне интересно посмотреть, что есть сверху. Может, есть что-нибудь интересное, увижу и потом туда схожу. Еще пока что, пока я тут гуляю, мне все время складывается впечатление, что я в Гданьске. Вот только какими-то моментами я вижу, что нет, все-таки я не в Гданьске. Вот, потому что те же улочки, те же дома очень похожие. Очень длинная лестница. Там 200 или 300 ступенек, где открывается отличный вид на город Льеж. Я, конечно, сейчас стою у подножия, немножечко подумаю, но, скорее всего, я поднимусь. Не знаю, зачем мне эти приключения на мои бедные ноги. Даже половину не прошла, но я уже думаю, зачем мне эти приключения на мой старый организм. Добралась я на самый верх. Не сказать, что это было легко. Вот такой вот вид. Единственное, что очень грустно, что построили вот это административное здание, тем самым прям испортили весь вид. Но вообще вид на город очень такой красивый. Если подняться по лестнице, вот здесь такой монумент. И я пойду чуть дальше, потому что вроде как там какая-то классная тоже обзорная площадка есть. Вот так все выглядит за монументом. Это какой-то как старый, наверное, форт, судя по тому, что он на вершине находится. Это обзорная площадка на город Льеж. Как всегда, красота. Сейчас буду кого-нибудь просить, чтобы меня здесь сфотографировали. Вот. Но мне там предлагали сходить на другую обзорную площадку. Но вот я нашла вот эту. Здесь это побольше, покрасивее, больше города видно. И людей, кстати, не так уж и много. Вот. В принципе, тут практически я одна, буквально, может, 5 человек еще. Местная сеть булочек вкусных. Тут, короче, рядышком прям их 3 магазина, и они все разные. Вот, как говорится, наложите мне эти мягких французских булок. И там дальше еще прям на этой же улице целых 3 магазина с этой же сетью, с этим же названием. А вон даже, вот куда люди заходят. Вот, но я так понимаю, что там уже просто чуть-чуть, немножко какой-то другой выбор. Вот, но это прям считается очень здесь популярно. А, тут по печенькам. Тут по вкусным печенькам. Ой, я такое вот кушала у себя в Беларуси. Здесь очень много разных фонтанчиков. Я все не снимаю, потому что, в принципе, они все похожи. То есть, ну вот такая вот система, что у кого-то изо рта что-то куда-то льется. А вот уже на площади фонтанчик побольше. Тоже все как положено. Изо рта у кого-то что-то течет. Вот, но красивенько. Я зашла в заведение, прочитала, что здесь вкусный кебаб. Вот так антуражненько здесь все. Очень все красивенько сделано. Вот. И, короче, мужчина не разговаривает на английском, я не разговариваю на французском, но мы оба с ним разговариваем на языке на пальцах. Так что мы все поняли. Вот такую вот штуку мне сделали. Я нашла разные красивые фигурки. Но больше всего меня волнует вот этот вот Саурон, который ростом с меня и даже больше. Жалко, что из-за отблесков его не видно, но он очень большой, очень красивый. Ну это какое-то обалдеть. Я, мне кажется, нашла, что искала. Тут очень много ПВК. Тут очень много всяких красивых фигурок. По Властелину колец много чего. На Властелину колец в основном только, конечно, мечи и всякие настолки. Но фигурки тут такие вот прям большие-большие. И там он Саурон. А здесь я попала в мир Гарри Поттера. Это палочки. Тут тоже всякие сувенирчики разные. Тут вот фигурочки. А после Гарри Поттера у нас идет, короче, все по Диснею. Вот. Гномы, Белоснежка, Король Лев и все остальное. Боже мой, какая это красота. Ой, как классно, какие гномики. Боже, они такие все клевые. Это у нас кубок 3 волшебников. И Добби. Блин, ну вот эти вот часы, это, конечно, классно. Букля. Боже, как красиво. Тут еще Дементор сверху висит, отдыхает, пока никого не трогает. А здесь у нас уже Чужой. Очень красивая фигурка по богу войны. Вот и еще. Вон там какой Вовк. Красивый.
Или там еще стендик по Lord of the Ring. Купила себе пельмешки китайские попробовать. Здесь в магазинчике можно купить мясо. Вот здесь вот кролик у нас. И, ну, тут перепела. И также у нас присутствует французский голубь с головой. Если кто-то вдруг хочет покушать голубя. Вот так выглядит ночная подсветка оперы. Очень красиво. Там выставка какая-то проходит, там очень музыка играет, люди тусуются. Так, вот я зашла там, где оконная проституция есть. Вон там сидит красотка. Вот так резко у нас с вами закончился второй день, и мы сразу же с вами отправляемся в третий день. Ну что, let's go! Я не могу с этого мема. Здесь какой-то памятничек. Написано Фрере Орбан. Какой-то Фрере Орбан. Известная личность на коне. Сейчас мы ее обойдем, посмотрим на эту известную личность. Слушайте, это какой-то царь. Надо читануть. Королвус Короче, Магнус. Ты будешь Магнусом. Я потом в интернете прочитаю, как обычно это такой. Но памятник красивый очень. Даже посмотрите, какая красота. Еще заметила, что здесь очень много где вокруг столбов, видите, вот так вот красненьким обкручены гофрой. И вот еще деревья обкручены гофрой. И мне интересно, это типа, чтобы люди не бились, сделано как-то. Это очень странное решение. Я сначала думала, ну, может быть, это какая-то пожарная безопасность. Но нет, вот я, кстати, место нашла, чтобы много было. Вот прям везде. Не знаю, в чем прикол. Я пришла в местный парк, тут какая-то тетка сидит задумчивая. Тут детская площадка, и вот я сейчас туда дальше пойду, где фонтанчики, там еще всякие скульптурки. Тут мое любимое, тут скульптурки голых людей. И там, и там. Ой, сейчас я всех рассмотрю. Здравствуйте. Тут мужчина с сыном. Ну тут, короче, что-то около греческое, у них все прикрыто листиками, вот. И там то, что мужчина с сыном, он похож на Зевса. То, что вот, например, конкретно здесь, короче, ну это как Икар, что ли, он держит голову Горгоны. Я не помню, у кого еще крылышки были, но это точно Горгона. Здесь у них происходит активная какая-то борьба. Блин, вот здесь они вообще не подписаны ни одна скульптурка, поэтому непонятно, что, кого и чего. Ну, то есть, единственное, кого вот узнала я точно, Медуза Горгона, и там, ну, тот чел с сыном был похож на Зевса. Там еще вон дальше, надо пройтись посмотреть. Но фонтанчики красивые. Бьют. Ой, там какой-то тотем. Ты кто? Ты какое-то лесное чудо? Здравствуйте. Ой, мамочки, а страшно-то как? А вот там кто-то в палаточке отдыхает, живет в парке. Смотрите, там Рататуй. Рататуй! Ой, привет, это крыса! Рататуй, привет! Короче, это, ну, наверное, это домашнее животное этого бомжа. 100%. Слушайте, тут столько рататуев. Прям какая-то это National Geographic. Здравствуй! До свидания! Слушайте, у меня какая-то прям мышиная охота получается. Вон. Короче, тут их очень много. Ну, тут типа это городской парк небольшой, но тут очень много мышей и крыс. И они все возле водички здесь чилят и прыгают. Мышиная охота. О, тын-дын-дын-дын-дын-дын, пока! Ладно, чего мы все крыс да крыс снимаем? Вот птичка красивая, например. Очень. В Беларуси, кстати, тоже такие водятся. Я только не помню, как они... это лысуха. Вот, у нее очень большие такие лапки. Вон даже видно. Ну, птичка красивенькая. Короче, крыс здесь прям много. Эх, они могли бы быть чьими-то питомцами, а они бездомные. Грустненько. Здесь еще чье-то жилище. В парке, только уже под деревом какое-то бетонное. Ну и крыс и мышей хватает, я не знаю. Хопочки, вон. Вон она водичку пьет. Грязная водичка, не пей. Боже, все, это последняя мышь. Но это уже мышь, это уже не крыса. Это последняя, которую я снимаю. Ну давай, пробегись красиво. Так ты, как ты умеешь. Нюка, хова. Мышка.
Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Убежала. Все, травка зеленеет, солнышко блестит. Сейчас пойду другие рассматривать скульптуры. Но тут такие красивые утки. Господи, или кто вы, или гуси. Какой ты клевый. Почему у меня все влоги какой-то National Geographic? Ну, и меня просто тянет к этому. Какие вы красивые. Ой, он какнул. Простите, извините, я не хотела. Какие они красивые. Вообще. Давайте вас на 10х. Привет, утка. Или гусь. Красавец. Так, здесь у нас еще одна очень красивая скульптура. Мужчина с быком. И там дальше еще какой-то мужчина с конем, возможно. О, вот тут красиво уже. Уже более ухоженное парковое место. Травка зеленеет. Людишки фотографируются. Мышей и крыс пока не вижу. Известная личность на коне, Альберт I. Вот. И вот так выглядит набережная. С другой стороны. Опять красивые деревья. Очень интересные такие. И очень большая сосна. В парке, как всегда, мы видим некий маленький палаточный городок, где, опять же, живут какие-то люди. Еще одна скульптура. Так, ну тут уже змея окутывает. Тоже как будто бы что-то я должна помнить об этом, но я забыла. В этом парке очень красивые, интересные деревья. Вот такие. Вот такие всякие. И тут такие вот елочки. И прикольно, что вот, например, на этой елочке тут было отпилено. И она такая жуть, ровненько вверх растет. Ну и вот там еще красивое дерево. Ну и в целом очень много красивых деревьев интересных посажено. Эглису Сантульеже, что-то такое. Очень красивое, готическое. Тоже, опять же, такие вот французские мотивы в архитектуре присутствуют. И мне еще нравится, что она такая вот вся черная. А здесь, если обходить, тут продолжение этой церкви и такой вот дворик самой церкви. Люди с собаками гуляют. Самое интересное, что практически нету, я, наверное, только 2 котов видела, которые бездомные. Вот, а в основном только видела домашних собачек. Вот. И очень много какашек от них. Вот. Но собачки при этом все домашние. Но красивые, очень много разных пород собачек. И вот такой у нас вид с другой стороны. Уже чуть-чуть покрасивее, потому что есть газончик и все остальное. Вот, и я думаю, что еще там какое-то будет, может быть, что-то тоже красивое. Это у нас здание концертной площадки. Тоже такое очень-очень красивое. Но на концерт мы не пойдем, потому что у нас нету тикетов. Вот, поэтому только на здание посмотрим красивое и пойдем дальше. Бесплатные книжки можно брать, читать. Вот, да, бери, читай. И потом можно еще свою, наверное, принести, оставить. И опять набережная, уже с новой стороны. И здесь кто-то хочет немножко сброситься, поплавать. Как это все съесть, я не понимаю теперь. Я пришла в последний день в торговый центр, как обычно, как всегда. Это Медисите в Альеже. И смотрите, тут, короче, все готовятся уже к Хэллоуину. Тут такие классные всякие штуки. Блин, картина классная, вот эта вот. Вот эта вот классненькая картина, эти котики классные. Целый стенд с Хэллоуином. Еще и тут целый стенд с Хэллоуином. Обалдеть, как классно. Здесь так прикольно, вот это вот бесплатное для деток. Такая красивая каруселька. Я сейчас, как обычно, проболела в своих путешествиях в аптеке. Короче, по базе можно пробить то, что нужно, и вот тут вот тебе выскакивает. То есть она мне пробила, что мне надо терафлю. Вот, и ей тут прислали коробочку. Так, а это у нас Леонидес, это бельгийский шоколад. Ну, мне подсказали, типа, на подарки, что можно покупать его, и есть еще, это который подороже, и есть еще подешевле в магазинах в обычных. Смотрите, я грибочки нашла.
Ну, грибочки я везде найду, но, кстати, очень прикольно. Ну, дороговато, конечно, да. Вот, но шоколадки выглядят красиво, конфеты все выглядят очень красиво. Хотя можно купить, ну, реально в магазине подешевле обычные просто шоколадки, только бельгийские. Короче, на камере, как всегда, не видно, но эта пицца, она вот такой толщины. Она огромная. Мне кажется, я даже не знаю, тут надо такой кусманчик взять и уже полностью накушаться навсегда. Я закупилась, мне страшно думать, сколько это все стоило, но это все подарочки. Так вот, мне сказали, что не ходит 1 цент. Сейчас у меня не взяли по 2 цента. Вот, и, ну, а нахера вообще делать тогда цены, которые 9,99, 9,98? То есть, по факту, ты можешь только картой расплатиться за эти центы. А так, ну, не, мы не берем. Ну вот и все. Я надеюсь, что вам хоть чуточку понравился этот мини-влог, что вам принесло это какие-то положительные эмоции, как-то скрасило ваш вечер или ваше утро за чашкой чая, а может быть даже и обед. Я, как всегда, буду очень рада вашему лайку, вашему комментарию, подписке на мой канал. И всех обнял, поднял, поставил. И всем сайонара.